16 января средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,24 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,08 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2415 до 10,25 сомони, 1 евро от 11,0803 до 11,16 сомони, 1 российский рубль от 0,1480 до 0,1505 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после значительного роста по итогам прошлой недели. Цена на нефть марки Brent составила $84.75 за баррель, марки ВТИ $79.42 за баррель. Стоимость золота в понедельник утром растет, продолжая тенденцию оптимизма на глобальных рынках и составляет $1923.95 за тройскую унцию. Энергетический сектор Таджикистана является одним из самых чистых в мире с точки зрения выбросов парниковых газов. Об этом говорится в новом докладе Азиатского банка развития о перспективах развития энергетики стран Центральной Азии, Кавказа, Монголии, Пакистана и КНР. Авторы публикации отмечают, что гидроэнергетика является основой энергетической системы Таджикистана, на долю которой приходится почти 93% ее выработки и около 90% установленной мощности. Эта зависимость от гидроэнергетики обусловлена географическими условиями страны и большой доступностью водных ресурсов, поясняют специалисты АБР. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение гранта в размере $50 миллионов для реализации проекта по поддержке политики развития в Таджикистане, сообщается на официальном сайте Всемирного банка. Отмечается, что данный проект поддержит программу реформ, направленную на укрепление стабильности и устойчивости экономического развития в поддержку сокращения бедности и улучшения качества жизни населения. Проект призван поддержать устойчивость и стабильность экономического роста путем улучшения деловой среды и целостности финансового сектора, повышения эффективности, прозрачности и подотчетности государственного сектора, включая государственные предприятия, и повышение социальной и экологической устойчивости к потрясениям, таким как недавнее потрясение, обусловленное пандемией COVID-19. Таджикистан намерен провести важнейшие реформы для укрепления своей экономики и развития местных факторов роста путем улучшения благоприятных условий для развития частного сектора, укрепления управления государственными финансами и обеспечения их устойчивости, а также совершенствования государственных систем для защиты бедных слоев населения от потрясений, сказал постоянный представитель Всемирного банка в Республике Таджикистан Озан Семимли. В Душанбе рассмотрели дальнейшие шаги по цифровизации экономики Таджикистана. Об этом сообщает Минэкономразвития Республики Таджикистан. Обсуждение состоялось 12 января на встрече министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки-Зода с делегацией представительства Корейского агентства по международному сотрудничеству в Республике Таджикистан и специалистами этой страны в области цифровизации и цифровой экономики. Стороны уделили особое внимание вопросам цифровизации системы стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования. Завки-Зода внес конкретные предложения относительно развития цифровой экономики, создания центра цифровизации системы стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования для реализации среднесрочной программы развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы и внедрения современной системы электронного документооборота. В ходе встречи были представлены достижения Таджикистана в области цифровой экономики, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также актуальная информация о концепции формирования электронного правительства в Республике Таджикистан, концепции цифровой экономики и среднесрочной программе развития цифровой экономики в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы. В конце встречи стороны выразили готовность к реализации обсужденных вопросов.
Впервые за четверть века в мире наблюдается одновременный рост крайней бедности и крайнего богатства. Корпорации и их владельцы в том числе извлекают выгоду из различных кризисов. Это следует из ежегодного доклада Объединения благотворительных организаций Оксфам, обнародованного в понедельник 16 января в первый день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. В докладе, озаглавленном «Выживание богатейших», говорится, что в общей сложности 26 триллионов долларов США или почти 62% мирового богатства, которое было накоплено с 2020 года во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, оказались в руках 1% богатейших людей планеты, в то время как на оставшиеся 99% населения пришлись лишь 16 триллионов долларов или 38% этого прироста. Годом ранее богатство миллиардеров снова подскочило благодаря стремительному росту прибыли продовольственных и энергетических компаний. По данным Oxfam, 95% этих компаний более чем удвоили прибыли в 2022 году.